Добрый вечер. В эфире Хастагул Амта. Конституционная реформа после многолетних обсуждений все-таки сдвинулась с мертвой точки. И уже произведены изменения в законодательстве, касающиеся судебной ветви власти. Кроме того, совсем недавно парламент приступил к реформе избирательной системы. На очереди вопрос перераспределения полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти. Ну, в общем, послезавтра мы будем праздновать очередной день рождения Абхазской Конституции. Естественно, мы воспользовались этим предстоящим событием, чтобы поговорить о том, какие реформы основного закона предстоит нам обсуждать. И по этому поводу сегодня у нас в гостях вице-спикер Народного собрания Даур Аршба и заместитель главы президентской администрации Дмитрий Шамба. Вы знаете, первый вопрос хочется сказать со следующего. Многие считают, что Конституция, в общем, это такой основополагающий закон, который не должен часто изменяться, не должны изменения происходить часто в Конституции, в основном законе. Многие считают даже некоторые, что нужно наложить мораторий вообще, в особенно такие какие-то исторические моменты, которые несколько возбуждены. И как вы считаете вообще, как нужно к такому мнению относиться? Конституция — это все-таки тот закон, который можно менять, или есть какая-то все-таки такая осторожность в этом деле? Понятно. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В первую очередь хочется всех поздравить с предстоящим праздником Днем Конституции. Наша Конституция принята в 1994 году. Она, на самом деле, это важный исторический документ, который закрепил завоевание абхазского народа, стал результатом на конституционно-правовом уровне, закрепил результаты национально-освободительного движения и, в первую очередь, результаты Отечественной войны народа Абхазии. Являлся документом, который закрепил создание абхазского независимого государства. Отвечая на ваш вопрос, можно сказать, что существует две точки зрения. Одна точка зрения, которую вы сейчас, когда формулировали вопрос, что не стоит вносить изменения в Конституцию, что наложить какой-то мораторий. На это хочу сказать, что не существует какого-либо идеального закона, идеальной Конституции, которая была бы принята в один период и на все времена для государства. Эта Конституция соответствовала. Конституция, как и любой закон, конечно, должен подлежать изменению, совершенствованию и следовать развитию политической, экономической ситуации в стране. Но при этом необходимо также иметь в виду, что частые изменения конституционного текста приводят к нестабильности конституционного строя, не к стабильности конституционных положений. И нарушение стабильности конституционных положений и часто внесение изменений в Конституцию может повлечь за собой нестабильность не только всей правовой системы страны, но и вызвать за собой нестабильность политической системы. Поэтому при изменении Конституции необходимо, конечно, находить золотую середину. С одной стороны, и вносить изменения, которые вызваны жизнью, с другой стороны, не подвергать Конституцию частым изменениям. Хорошо, конечно же, условия все время нашего быта, нашей жизни меняются, и, естественно, нужно адаптировать все время как-то Конституцию к этим новым вызовам, которые существуют или складываются вокруг республики. Очень часто, когда нам пример приводят американскую Конституцию, которая за 200 лет всего 27 поправок было принято. Те, которые приводят в пример американскую Конституцию, не учитывают, что американская Конституция очень часто изменяется, не внося официальных изменений путем толкования конституционных норм Верховным судом. И Верховный суд США, он развивает положение Конституции и так называемые растолковывает предполагаемые полномочия органов госвласти. Официальная поправка не вносится, но новые положения прописываются уже в решениях Верховного суда. В общем, Конституция — это все-таки не Марсельеза. Ее можно, в принципе, периодически менять, Конституция — обновлять. живой организм.
К тому, что сказано, хочу добавить, прежде всего, я присоединяюсь к словам поздравления. Все-таки это праздник, на мой взгляд, этот праздник не так укоренился у нас, как остальные другие более значимые. Но мне кажется, что по сути, на то есть причина, я сейчас к этому тоже. По сути, это не менее важная дата для нашей страны, для судьбы народа. Возможно, видимо, во-первых, должны быть некие традиции. Мы, как молодое государство, приняли Конституцию в 1994 году, и, возможно, за вот этими событиями историческими, которыми богата наша страна, то есть мы определенное время находились в условиях выживания, и сейчас мало что меняется в этой ситуации. Мы, возможно, не обращаем должное внимание на такие важные события. Дело в том, что Конституция, на мой взгляд, является таким же символом, как наш флаг, как наш герб. И он должен быть, этот праздник должен больше популяризироваться, потому что с собой это несет большую идеологическую нагрузку. Видимо, мы переходя из одной системы в другую, вопрос идеологии в какой-то степени забросили, оставили в этой прошлой жизни, прошлой системе, но и это тоже под какими-то идеологическими такими представлениями, якобы идеология не должна давлеть над жизнью общества и так далее. Мне кажется, такое утверждение тоже является идеологией, поэтому все-таки должна существовать некая работа по культивированию этого дня, этих дат, значимых для нашего государства, для становления, для его развития, потому что мы все-таки государство, которое, скажем так, относительно недавно, образовалось, хотя одни говорят 20 лет мало, 20 лет много, но для истории это очень немного. И, на мой взгляд, лучше начать, никогда не бывает поздно. Лучше мы должны уже сегодня, завтра, как говорится, обращать внимание подрастающего поколения на эти даты. Дело в том, что мы сегодня все жалуемся на отсутствие правопорядка, на правовой нигилизм и так далее. А все происходит из-за того, что мы не обращаем внимания, нужное внимание на такие события, на такие даты. Вообще сама Конституция, она обычно определяет только такие самые общие какие-то, самые главные принципы, правила. Но она как раз и служит базой и импульсом тоже для того, чтобы потом принимались какие-то другие уже стройные такие системные законы, которые регулировали бы различные стороны жизни страны. И поэтому, наверное, хорошо было бы, если бы то, о чем вы говорили, конечно, было бы такое понимание того, такое ясное, четкое понимание, что собой представляет на сегодняшний день вообще Конституция. Потому что соблюдение конституционного закона, законов Конституции, это все-таки общее. Другое дело, что она развивает уже какую-то законность. Далее. И там далее уже нужно будет как-то определять и правила поведения, правила жизни. Но я хотел бы все-таки некую ясность в этом вопросе, почему, собственно, не столь таким праздничным ощущается этот день. Это характерно вообще для всего постсоветского пространства, потому что в реальности у нас независимость нашего государства, она ассоциируется, допустим, с 30 сентября, с Днем Победы. А в других странах, которые на постсоветском пространстве, те, которые получили независимость не в результате войны, это акт о признании суверенитета. И этот день объявляется Днем независимости. А День Конституции, он, как правило, что где-нибудь в Узбекистане, или в Беларуси, или в Армении, или у нас же, он всегда очень не так уж заметно проходит. Поэтому я бы здесь не драматизировал бы ситуацию
исходя из того, что вот как бы говорит, что это падение там нравственных и так далее, там плохая работа идеологии, но это вот такое состояние, которое живет вообще такое постсоветское общество. Никто не говорит о падении нравственности, но это характерно, как вы отметили, для всего постсоветского пространства, даже не столько потому, в результате чего и каких событий отдельные республики бывшего Союза получили независимость, может быть, это характерно для того, что в советский период Конституция больше была фиктивным документом, и советский человек не ощущал на себе прямого действия Конституции. И, может, поэтому Конституция существовала в параллельном мире, простой человек в другой реальности. К сожалению, нам тоже вот как бы в Советском Союзе Конституция действовала, она во многих аспектах, она достаточно четко там действовала в области там, допустим, бесплатного образования, медицинского обслуживания и так далее. Очень много всяких таких вещей, которые так или иначе соблюдались. Я имею в виду политический аспект, права и свободы человека, гражданина. Но я бы не сказал бы, что вот нынешняя Конституция это тоже как бы для нас вот такой идеальный документ, в котором мы как бы живем по ней. Да, мы, в общем-то, законопослушание у нас такое же, как бы очень играющее, который даже, сложно сказать, что как бы это такой документ, от которого все как бы живут вот с утра, думая о том, соблюдает он эту Конституцию или нет. В реальности, мне кажется, мы находимся на таком развивающемся пути, когда вот это законопослушание тихо-тихо будет приходить. От того, что там в Конституции написано, пока нам нужно все-таки к ней подтягивать, наверное, общество, пока все, что написано там. Чтобы... Законы надо законы подтягивать надо, но при этом и исполнение этих законов очень важно. Вот хочу продолжить обсуждение именно с точки зрения морали и нравственности. Есть определение такое, что такое право, но мне очень понравилось. Значит, право – это минимум нравственности или юридически оформленная мораль. И право, и мораль преследуют одну цель, чтобы упорядочить общественную жизнь, направить в определенное русло, где право и мораль, и нравственность находятся в гармонии, и мы понимаем, что не может быть право без нравственности и нравственность без права. То есть они дополняют друг друга. И когда вот мы уже в процессе обсуждения говорили о том, что почему у нас как бы право остается где-то на задворках, не выполняется, это дело в том, что мы, наверное, когда говорим или пропагандируем за право, надо выполнять законы, но вместе с тем мы как бы опускаем его в морально-нравственную сторону, недооцениваем его. Поэтому оно должно вкупе развиваться. Если один без другого, то мы вряд ли достигнем правопорядка и уважение закона. В общем, мы хотим все-таки, чтобы Конституция это был не просто там свод благих пожеланий, а реально живой документ, который помогал бы обществу развиваться. А другая Конституция не проживется в обществе, где не заложены эти нормы. Если мы говорим, кстати, в нашей Конституции, глава 2, декларация прав человека и гражданина, я считаю, что это как раз это с нравственно-моральной точки зрения, как тот документ, который должен был быть там, потому что человек там является наивысшей ценностью, ценностные категории, они как раз вот отражают в этом главном законе. Как бы, да? И еще много таких статей, где они или глава 1, статья 2 народовластия является единственным источником формирования власти. Я думаю, что это тоже очень такая высокая нравственная, моральная планка здесь присутствует, когда, понимаете, вот будет безнравственно, если, считаем, если демократическое государство, оно соответствует нравственным принципам. А если страной управляет диктатор или единолично, не имеет легитимности, тогда тут уже о морали говорить, о нравственности говорить не приходится. То есть
куда не денешься, оно должно вместе в купе идти. Вот называется, конечно же, необходимо в Абхазии пропагандировать идею конституционного патриотизма. Если ты патриот своей родины, соблюдай конституцию, соблюдай законодательство и выполняй требования. Нельзя ли просто сказать жить по закону? Ну, у нас можно сказать, и жить по совести. Некоторые считают, что Конституция это и есть вообще совесть государства. Все правильно. Знаете, можно и, переписать, да, там где-то взять тоже. самые лучшие конституции, самые лучшие законы, взять, переписать. Но если нет вот нравственной, этической составляющей, не состоится общество. Вообще сама Конституция, вот она является таким основополагающим законом, основным законом. Другое дело, что есть в некоторых государствах, в которых отсутствует Конституция. Вообще-то все, да, там все полагаются на законы отдельные. Например, Израиль, там, Великобритания. В Израиле, в Великобритании Конституция тоже есть, но у них нет единого документа, единого закона, который объявлялся бы Конституцией. Что в Израиле, что в Великобритании не кодифицирована Конституция, когда несколько основных законов в совокупности объявляются Конституцией. Ну, особняком стоит, конечно, Конституция Великобритании, которая одни именуют ее неписанной, другие смешанной, помимо самих законов, которые составляют Конституцию, там еще действуют конституционные обычаи, которые никакими правовыми механизмами не защищены, а только лишь благодаря авторитету, сложившейся традиции, эти конституционные обычаи действуют. Но если кто-либо из участников политической жизни страны эти обычаи будет нарушать, никаких правовых последствий этим не последует, только лишь политические издержки, имиджевые потери. Вообще тоже очень интересный вопрос. Вот когда-нибудь как-то определялось какое-либо за кем-то нарушение Конституции, кто-то был по этому поводу наказан, вообще как-то это происходило? У нас. Имеете в виду... Вот, да, я имею в виду не только в нашем государстве, вообще так в истории. Я знаю, что предъявлялись претензии некоторым президентам, которые как бы обвинялись в нарушении Конституции, были серьезные последствия. По-моему, в Чехии последний президент, кажется, в последний день своего президентства был объявлен, его обвинили в нарушении Конституции и лишили привилегий президентских, то есть после своего срока его лишили. Кстати, даже в диктаторских государствах, помню, когда расстреливали президента Чаушеску, одно из нарушений было это вот нарушение Конституции. Когда речь идет о нарушении Конституции, к ответственности там не физическое лицо, как правило, привлекается, в основном уже в результате деятельности органов конституционного контроля законы, либо акты главы государства, главы правительства, они признаются неконституционными, противоречащими Конституции и отменяются. Если говорить уже о привлечении политиков, то в основном привлекается политическая ответственность, либо это роспуск парламента, отставка правительства или импичмент президента. То есть уголовная ответственность за нарушение конституционных норм, она не предусмотрена. Уже после политической ответственности может наступать и юридическая ответственность. От краткого исторического экскурса, там, что такое Конституция и разговоров о моральной стороне этого вопроса, мы все-таки вернемся вот к сегодняшнему дню, коль идет процесс реформирования этой Конституции. И вот сейчас там я говорил о том, что судебное там уже сделано немало реформ произведено. Сейчас вот идет, находится на стадии реформы избирательная система. Но вот вопрос, допустим, перераспределения полномочий между исполнительной и законодательной властью, вот тот вопрос, который достаточно часто у нас вот обсуждался и во всех политических кризисах, начиная там с 2004 года, он часто, даже раньше, там, с 2002 года, кажется, он часто как бы присутствует в этих политических диспутах. Он вот как раз вот сейчас этот как бы подходит, но и создана Конституционная комиссия, но пока вот
мало понятно очертания вообще, насколько это вообще далеко пойдет эта реформа. Что же будет представлять из себя это перераспределение полномочий между исполнительной и законодательной властью? Вот вы как член конституционной комиссии по реформированию Конституции, что можете сказать? Какие варианты вообще существуют в этом аспекте? Предварительно я бы хотел немного предыстории сказать те изменения, которые уже были приняты в нашу Конституцию. В прошлом году внесли мы ряд поправок существенных в Конституцию. Помимо общеизвестной, которые уже неоднократно говорили, это учреждение Конституционного суда. С его формированием мы тоже связываем надежды, что Конституция будет более защищенным высшим законом. Это один из главных будет в Абхазии создан механизмов по обеспечению предписаний Конституции. Также важно было внесено изменение о том, что главу 7, которая защитила нашу Конституцию от произвольных изменений, потому что до 2014 года, до прошлого года, Конституция Абхазии не была защищена в том плане, что любые ее главы, любые принципы, закрепленные за Конституцией, они вменялись в одинаковом порядке, который установлен для любой статьи. И вот в прошлом году мы внесли такие изменения о том, что не путем референдума, не путем принятия поправок в парламенте такие основополагающие вещи, как суверенный статус Республики Абхазия, территориальная целостность Республики Абхазия, форма государственной собственности на землю и другие природные ресурсы, статус государственного языка, права и свободы человека и гражданина, вот эти базовые принципы, на чем базируется абхазское государство, они ни при каких обстоятельствах не могут быть изменены ни квалифицированным большинством депутатов, ни на референдум. Если даже мы действующую Конституцию будем отменять и принимать новую Конституцию, даже в новой Конституции не могут содержаться нормы, которые бы нарушали эти данные важные принципы. Говоря уже о продолженной конституционной реформе уже в 2015 году, как известно, президент в январе, в начале этого года, создал комиссию по конституционной реформе. Учитывая важность этого вопроса, президент сам возглавляет комиссию по конституционной реформе. В комиссии представлены представители всех 3 ветвей власти, а также политических сил страны, и идет работа по изменению Конституции. Условно было принято решение о том, чтобы разделить конституционную реформу на 3 этапа. Первый этап – это изменение избирательной системы, второй этап – изменение местного самоуправления, и последний этап – это перераспределение полномочий между законодательной и исполнительной ветвями власти. Комиссия завершила работу по 2 этапам, это по избирательной системе и по местному самоуправлению, которые эти проекты поправок были представлены в парламент. Сейчас идет работа в рабочей группе при комиссии по подготовке различных предложений, там несколько вариантов готовится по перераспределению полномочий между законодательной и исполнительной ветвями власти. А вы не могли бы обозначить эти контуры того, как будут перераспределены полномочия между законодательной и исполнительной? Прежде чем он приступит к ответу на этот вопрос, хочу дополнить. Я вообще-то вам хотел вопрос задать. Хорошо, потом он меня дополнит. Дело в том, что в начале нашего разговора возник вопрос, как правильно часто менять Конституцию, вносить поправки, изменения. Создается такое впечатление, что мы этим делом занимаемся чуть ли не когда не заблагорассудится. Такие мысли, наверное, у кого-то тоже. Есть серьезные защитные механизмы. Они созданы, если даже кто-то и захочет это сделать, самостоятельно никогда не сможет. Для этого уже есть процедуры там, для того, чтобы, во-первых, один и тот же вопрос в течение одного созыва уже повторно выносить, попытаться внести поправку уже невозможно. Потом необходимо, если инициатива 11, не менее 1/3 депутатского корпуса, это 2 пункт, и 3 пункт, это если 10 000 подписей собрать, и они выходят с инициативой
внесение изменений. Да, то есть это достаточно серьезный механизм, и вот так просто наскоком, я извиняюсь за выражение, там взять и поменять что-то не получится. А те изменения, в принципе, базовые принципы все сохранены, а те изменения, которые произошли, это вот относительно 7 главы, там статья 83, поэтому введены дополнительно новые принципы, укрепляющие вот те базовые принципы, которые там уже были заложены. Поэтому, я думаю, достаточно защищенная Конституция, а так просто вносить изменения по желанию как бы какой-то группы отдельной невозможно. А вот относительно любой группы, отдельной, не отдельной, любой группы, так скажем. Невозможно. Даже если весь народ вдруг встанет и скажет, не хотим эту конституцию, то есть вот там статус независимого, то есть это вообще не обсуждается и никак не фиксируется. То есть с правовой точки зрения он защищен. Да, правовая защита существует. Что такое политический компромисс? А как история будет развиваться? Который может, допустим, изменить эту статью. Нет, вот вы сейчас сказали. Те статьи, которые я говорил выше, их ни при каких условиях нельзя менять. Я говорю о других поправках. Даже если будет вдруг политический компромисс. Если даже будет политический компромисс, если даже будет на референдуме абсолютно большинство граждан будет голосовать за изменение тех важных принципов, это все будет нелегитимно, потому что Конституция это вопрос раз и навсегда закрыла. То есть абхазскому государству быть при любых обстоятельствах. По Конституции, да. Ну, слава Богу. А теперь вернемся все-таки. Разве что, если, не дай Бог, если события будут разворачиваться уже не по правовому пути, тогда уже как бы никто не может это в результате каких-то исторических катаклизмов, наверное. Там уже все может произойти. И все-таки я бы хотел бы вернуться вот к перераспределению полномочий, о которых сейчас мы говорили, между исполнительной властью и законодательной. Какие контуры? Вот можете рассказать об этом сейчас? Вот. В принципе, это третьим этапом проходит, ему ближе этот вопрос, наверное, но я просто хочу сказать, что перед этим сейчас важно было для нас, чтобы мы вот как раз закрепили в Конституции вот смешанную систему выборов. А вот к тому этапу перераспределения полномочий мы еще как бы конкретику не ввели, есть просто разные предположения у разных групп, лиц, но на сегодня наиболее актуально и по времени это поджимает как раз вот введение смешанной системы выборов. Вот мы в первом чтении уже приняли как бы этот законопроект, там, в соответствии с которым увеличивается число депутатов до 55 человек. И оговаривается там же, что одна группа там 27 на 28 по смешанной, то есть по мажоритарной пропорциональной системе вводится. Вот в обществе... Конкретно в Конституции уже как бы... Если раньше Конституция напрямую не утверждала вот эту разделение, то есть смешанную систему, то сегодня уже конкретно вносится. Ну вот, возвращаясь к этой теме, избирательной, законопроекту о изменении избирательной системы, все-таки очень много споров и дискуссий вызвало вот это решение увеличения, точнее, даже больше критики в обществе я слышал, которые были недовольны увеличением количества депутатов, не самым переходом, там, допустим, на смешанную систему, больше всего вызвало недовольство вот это количество 55 человек, увеличение там почти там, в 1,5, в 2, до 2 не дотягивает, но там больше 1,5 точно. А вот этого количества депутатов, все-таки это будет таким бременем для бюджета? Ну, скажу так, вот я бы не сказал, что большая часть как бы критикует. Да, есть часть, которая... я говорю, мои личные впечатления людей, обычных людей, которые там скажу, реагировали. Предварительно вообще вопрос обсуждался, мне кажется, достаточно широко. И несколько круглых столов было проведено на эту тему. Но про 55 и речи не было. Было. Я сейчас скажу. Когда это было, это вот в деловом центре был круглый стол по инициативе Эбзанхара, по-моему.
по крайней мере, один из инициаторов был он. Вот мы, все общественные организации, политические партии были приглашены, и вот там как раз вот мы оговаривали возможные цифры, там 35, 45, 35 это была как бы инициатива сохранить, 36, по-моему, это 18 на 18 представители Абзанхара, но там, я четко помню, представитель Амцахара, как Искир Вячеслав, высказал идею. Это его инициатива или именно вообще? Он обозначил, нет, ну там же каждый себя представляет круглый стол. Он обозначил эту цифру. Он обозначил. Вы знаете, что президент первое предложение внес 45 человек. Ну, решили уважить депутаты не приняли, значит, этот проект, и впоследствии уже там была инициатива от депутатской группы, где уже, значит, и смысловую нагрузку поменяли, и поменяли количественную. Сама цифра, вот это 55, она откуда? Я скажу, там идея была такая, чтобы резко не расходились количество депутатов от партийной и от мажоритарной, то есть от пропорциональной. Ну, а чем мешало, например, 45, скажем так? Ну, вот там разрыв был бы 20 на 25 предварительно рассматривалось. Им как бы вот в группе показалось, что это несправедливо, будут ущемлены одномандатники, поэтому там 27. Ну, я так думаю, все-таки в парламенте победила идея вот людей, которые там избираются по мажоритарной, и уже там, может быть, несколько раз избираются, они знают свои округа, и вот как бы... Что они думали, я не знаю, но официально была озвучена та версия, которую я сегодня озвучил, эти люди, которые вот... Ну, просто очень как-то 55 неожиданно. оказалось той цифрой, понимаете, там решение-то большинством принимается, более проходное оказалось, к удивлению моему тоже. Я думал, что вообще на убыль пойдет, как бы, да, 45 не примут, может, меньше скажут, но 55 оказалось приемлемо. По поводу увеличения расходов, я думаю, что все-таки зависит от того, как мы это в бюджете заложим, потому что вот предварительный такой подсчет, там сумма меняется, бюджет около на 5 миллионов больше. Ну, что входит в эту сумму? На заработную плату в основном. Но вы же понимаете, что это аппетит приходит во время еды, потом Нет, после первого года депутатства так можно хочется и автомобили, если и так говорить далее. об аппетитах, можно и 36 оставить, и аппетиты тоже можно увеличить. Честно говоря, для нас было 35 оставить, так что... удивлением, когда депутаты, которые не поддержали проект конституционной поправки президента, который предусматривал увеличение состав депутатов, состав где-то с 35 до 45, всего на 10 человек, и аргументировали, что это слишком много, пока рано, большая нагрузка. Потом они же, эти же товарищи, они поддержали поправку, которая предусматривает увеличение. А вы говорите, бюджет в 5 миллионов. Как все-таки удержаться в бюджете в 5 миллионов? Если спросить меня, я все-таки думаю, что 55 это немного. Это отдельная ветвь власти. На нее возложена большая ответственность. Давайте мы другие ветви. Судебная ветвь власти, посмотрите, сколько человек, какой бюджет будет. Это парламент, на который возложена большая ответственность. Как это повлияет вообще на вот эффективность работы парламента? Понимаете, и как бы проецировать вот эти решения и цифры там на какую-то часть депутатской группы или на отдельный, они же не для себя. Завтра их не выберут, завтра другие придут. Понятно. Вы знаете, вот когда идет разговор о там, бюджете, увеличении бюджета, это все-таки, мне кажется, вторично. Главное то, каким образом... Да. Почему вторично? Это мы... Наши деньги на объясню. Я считаю ненормальным, когда у нас все время 35 том, депутатов, что там повышается зарплата. Я считаю ненормальным, у нас 35 депутатов, 11 комитетов и комиссий, по 2-3 человека, и решение принимать невозможно. Понимаете? Комитет. Вот другое дело. Вот как раз вот, я хотел вот об этом невозможно, говорить. Что это проблема, когда из 35 работает 10 человек? Изнутри надо видеть проблему, чтобы вот как бы
я не был сторонником Вот это 55, аргумент, но кстати я... говоря. Да, Да? вот это аргумент. Вот Аргументы, другой там тоже много хотелось бы других услышать и аргументов. ряд других аргументов, которые бы повлияли или повлияют на качество Все-таки работы введение парламента. Да, когда будет введена смешанная система. смешанной системой, он, хотим мы этого или нет, он влечет за собой, должен влечь за собой увеличение количества депутатов. Объективно. Понимаете? А вот агитировать за то есть утверждать, что смешанная система лучше, чем та, которая есть, мне кажется, нет необходимости, потому что мы не это... об этом, мы говорим исключительно о количестве. Коль мы говорим, тогда если надо увеличивать, да, слава богу, там на 55 остановились, могли быть больше инициативы, но все равно, что парламент полноценно работал, и когда мы уже переходим на партийную систему выборов представителей партий, сегодня у нас есть возможность привлекать уже по спискам специалистов в разных областях. Если мы по мажоритарной системе, все-таки больше возможность баллотироваться и выигрывать имеют те люди, общественно значимые, может быть, они они, может, не юристы, они, во-первых, известны в округах, во-вторых, они они известны как активные люди, общественные деятели, но они не могут быть специалистами, например, сегодня как востребованы там экономисты, юристы в парламенте. У нас с этой точки зрения у партии появляется большая возможность привлекать именно таких людей, а когда такие люди есть в парламенте, эффективность работы намного увеличивается. Валерий, если позволите... То есть, я извиняюсь, хочу закончить. Всегда есть минусы и плюсы при каждой системе. Но просто это уже практика отработанная, все страны. Мы же тоже не с потолка берем, правильно? Мы применяем уже наработанный опыт других стран. У нас есть особенности, правильно? Особенности есть. Не 75, а 55. Их необходимо учитывать. И как раз таки, когда мы говорим о составе парламента, здесь не всегда работает закон, что количество обязательно перейдет в качество. И на качество работы парламента лишь в большей степени повлияет переход от мажоритарной избирательной системы к смешанной. Поэтому, когда парламент 4 ноября рассматривал данную поправку, президент поддержал именно принятие ее в первом чтении, именно как возможность перехода к смешанной избирательной системе. Относительно количества депутатов 55 человек у президента, у исполнительной власти есть тоже вопросы, и те расчеты, которые сегодня предварительно в 5 миллионов, они, конечно, в разы могут увеличиться в связи с необходимостью выделения нового здания для парламента. Это вызовет необходимость расширения автомобильного парка. Не только автомобильного парка, те ведомства, которые... Какой-то меркантильный, все время те ведомства, об этом. Что те ведомства, которые сегодня... И 45 человек потребуют выделения новых помещений, новых... Это минимально возможное число, когда президент предлагал минимально возможное число для того, чтобы перейти к смешанной избирательной системе. Особым временем, я думаю, материальная сторона, она не ляжет все-таки. Сегодня еще у нас 2 чтения впереди. Конституционные поправки приняты только в первом чтении. По установленной процедуре, после принятия в каждом чтении необходимо 2-месячный интервал, чтобы спокойно, без спешки взвесить все плюсы и минусы. И уже в дальнейшем при рассмотрении данных поправок во 2-3 чтении они, конечно, будут корректироваться и изменяться. На мой взгляд, я извиняюсь, сегодня важно, чтобы мы перешли к смешанной системе выборов, чем мы зациклимся на этом количестве и останемся на прежнем условии. Это так вопрос не Поэтому, стоит. Вы знаете, что... Так вопрос может стать, если мы зациклимся на 55 или 45, так вопрос я может так понимаю, тоже что стать. уже этот вопрос, он как бы к завершению близится, потому что 55 это, по-моему, большинство, к которому уже все согласились, потому первое чтение так прошло. Он и прошел, Но все-таки, я хочу все-таки вернуться к
перераспределению полномочий, о которых мы вот так и ничего не сказали. Пытаемся, да. Да, вот Даур, особенно выудить. это тоже к вам вот как бы будет обращен вопрос. Я уже как-то говорил, все намекаю на то, что вы должны мне ответить. Ну, в свое время вот форум сам выступал чуть ли не за такие радикальные варианты перераспределения полномочий. Но сейчас по этому поводу как-то уже настроение несколько смягчилось, я бы так сказал. Ну, Не давайте значит это ли, скажем что так, да, по поводу радикально- ограничения президентской власти теперь в Абхазском как-то варианте. поменялось? Вообще, я сам Можно я по задам себе до не конца радикальный вопрос? человек, Нет, поэтому нет, радикально. В Абхазии все-таки Нет, как-то я за- что-то изменить, я это за можно перераспределение воспринять как полномочий. радикальное. Можно я за- докончу свой вопрос в конце Да. концов? Сегодня все-таки, да, не кажется ли вам, что это вот несколько поменялась ваша позиция относительно ограничения президентской власти? Не Так, поменялось, относительное ограничение должно быть, оно будет, и президент не поменял свою позицию, насколько я знаю, в этом отношении. Но если так говорить обобщенно, я являюсь сторонником, и, скорее всего, вот в Конституционной комиссии тоже, по-моему, в этом русле идет. Все-таки наша страна должна оставаться пока президентско-парламентской. Ну, по сути, она сейчас Да. в реальности президентская. Сейчас сегодняшний президентская. день Да, сейчас президентская. Поэтому президентско-парламентская. Я вот сторонником вот такой системы. Ну, которая- а да, насколько но- мы наск- способны перейти? Или есть ли такие настроения в целом у политической элиты, чтобы мы все-таки перешли на президентско-парламентскую форму Ну, правления? скажу так, в принципе... Какие настроения существуют в администрации президента? Вот я хочу спросить, Дима, у вас. Это было, извиняюсь, докончу, просто Да. это, во-первых, не потому, что в обществе так хотели. Мы тоже, являясь частью общества, мы инициировали этот вопрос и считали, что именно вот мы, когда сегодня начинали свой разговор, помните, я говорил о том, что единоличие или руководство, как бы, диктаторское правление является как бы безнравственным принципом, поэтому если мы говорим о современной системе правления, то мы должны уходить от этих принципов и, естественно, говорить о каких-то нравственных вещах и демократических принципах, а потом оставаться на прежних позициях, нам уже не позволят, если даже у кого-то желание такое появится, просто нет уже назад ходу, нету и не должно быть. Говоря о перераспределении полномочий, Наконец. этот вопрос на повестке дня у нас как бы с начала 2000-х годов, и все избирательные кампании, важные как бы, политические события сопровождались дискуссией о необходимости перераспределения полномочий. И даже не столько как чиновник, как юрист скажу, что порой наша Конституция становилась заложницей политической борьбы, когда оппоненты друг друга обвиняли либо в желании, либо не в желании менять Конституцию. И при этом часто выдвигались взаимоисключающие вещи. С одной стороны, предлагается более четкое разделение властей, с другой стороны, предлагается переход к парламентской, либо там, парламентско-президентской республике. Надо отметить, что самое четкое разделение властей в Конституции закрепляется только при президентской республике. Когда парламент не влияет на формирование правительства, президент не может распустить парламент. Если мы говорим не про систему сдержек и противовесов, не разграничения властей, а более мягкую, гибкую систему, президентско-парламентскую или парламентско-президентскую, то здесь такого четкого разделения властей уже нет. Хотя республика именуется парламентская, но именно в парламентской республике больше полномочий у исполнительной власти. Потому что партия, которая побеждает на выборах, руководство партии уходит в правительство, рядовые члены партии остаются в парламенте. И в парламентской республике у правительства больше рычагов влиять на парламент. Ну, Да, говоря, уже как бы возвращаясь... все шатко достаточно. В основном
правительство уходит в отставку в парламентской республике не когда парламент свои контрольные полномочия применяет, а когда партийная коалиция раскалывается, какие-либо депутаты, либо отдельные политические партии покидают политическую коалицию, тогда новые парламентские выборы и отставка правительства. Говоря уже, возвращаясь к тому вопросу, к которому мы всю программу пытаемся перейти, о третьем этапе конституционной реформы, пока в рамках комиссии есть такие наработки о том, чтобы, как говорил Даур, сохранить президентские начала, чтобы была президентско-парламентская республика, чтобы правительство, которое сегодня подотчетно только президенту, и несет политическую ответственность только перед президентом, чтобы правительство несло двойную ответственность, в том числе как перед президентом, так и перед парламентом, чтобы парламент участвовал в формировании правительства. Модели существуют разные. Вот то, что вы сейчас заявили, это как бы и отношение и президента к этому вопросу, перехода на президентско-парламентскую форму. Пока это в рамках рабочей группы. Еще даже наши предложения мы не выносили на заседание комиссии, пока даже споры идут между членами рабочей группы. Потому что даже переход от президентской к президентско-парламентской республике может осуществляться различными способами. Есть разные модели этого перехода и разные модели, как парламент может участвовать в формировании правительства. И, конечно, также острый стоит вопрос, если парламент будет участвовать в формировании правительства, если парламент будет наделен правом обязательного вотума недоверия правительству, тогда для того, чтобы была соблюдена система сдержек и противовесов, глава государства, президент, должен быть наделен правом распуска парламента. При этом это право будет не произвольное право президента, а будут определенные основания, исчерпывающие, по наступлении которых президент может в этих случаях распускать парламент. И также будут закреплены периоды времени, когда президент не может распустить парламент. Ну, классически это применяется в различных странах. За полгода до выборов. Это первый год после выборов депутатов. В первый год парламент не должен быть распущен, потому что каждое в течение года несколько избирательных кампаний они негативно влияют на политическую общую стабильность в стране и на возможность правительству и вообще государственному механизму работать в нормальном режиме. А также в случае, если в стране вводится чрезвычайное или военное положение, с тем, чтобы глава исполнительной власти не злоупотреблял, не вводил чрезвычайное положение и не распускал парламент. Тоже нельзя будет распустить парламент. Также ограничение, что если парламент начал процедуру импичмента от решения президента, чтобы президент не воспользовался своим правом и не распустил парламент. То есть здесь большой круг вопросов, которые именно взаимоувязаны, должны быть рассмотрены. После того, когда мы найдем взаимопонимание, различные модели рассмотрим в рамках рабочей группы, эти уже предложения поступят всем членам комиссии по конституционной реформе, и комиссия будет рассматривать. Президент не принимает единоличное решение, он не навязывает свою точку зрения всем членам комиссии, идет открытая дискуссия на комиссии, и уже большинством голосов члены комиссии решают, какую из моделей поддержать. То же самое было с поправками, касающимися местного самоуправления. Мы, рабочая группа, представили два варианта, и комиссия выбрала. И это уже, конечно же, оформляется в виде инициативы президента. Когда в итоге рабочая группа вынесет свой документ на рассмотрение комиссии? Но сегодня... И мы вообще узнаем, что предполагается. Конечно же, что произойдет с нашей Конституцией? Вы узнаете это после окончания работы. Ну, какие-то сроки есть вообще временные? Ну, законотворчество, как и любое творчество, понятно, здесь оно вечно. Да, оно не вечно, но для того, чтобы обеспечить качество работы, жесткие сроки нежелательно устанавливать, но в ближайшее время, в течение нескольких месяцев, уже
предварительные То есть результаты. это как-то увязано, допустим, с парламентскими выборами, которые пройдут уже в 2017 году. Мы должны успеть к этому времени. С парламентскими выборами увязано Избирательная принятие система. конституционных поправок, посвященных избирательной системе. Потому что необходимо не только принять поправки в Конституцию, но и все избирательное законодательство Но поменять. с другой стороны, менять избирательную систему и не менять, допустим, не вносить изменения в распределение полномочий, тоже как-то это теряет как бы смысл эта как работа. автомобиль без колес. Да, но юридические ограничений нет. Именно юридические ограничения есть у нас для изменения избирательной системы. Если мы не успеем принять новое законодательство, избирательное законодательство к выборам 2017 года. Ну, в общем, вот эти вот все изменения, скорее всего, они, наверное, как-то будут уже закончены, изменения в Конституцию нашу, наверное, в 2016 году, да, и к следующему уже празднику Дня Конституции, наверное, мы уже будем иметь Конституцию, которая будет выглядеть новенькой, обновленной, и уже остальные все действия, наверное, будут направлены на изменение законов или каких-то там других подзаконных актов туда, чтобы Конституция у нас была прочная и вселяла в людей какую-то такую уверенность и стабильность. Не имеет отношения к конституционным изменениям, но имеет отношение к распределению полномочий, вот изменения в законе контрольной палаты. Принцип формирования руководства контрольной палаты, когда руководитель инициируется избрание, его кандидатура инициируется парламентом и избирается парламентом. То есть можно это, что говорит Даур, ряд полномочий от исполнительной власти передать законодательно и не вносить изменения в Конституцию. К примеру, закон о контрольной палате, если раньше председатель контрольной палаты избирался парламентом по представлению президента, то мы внесли изменения, где именно депутатские группы самостоятельно предлагают кандидатов. И исполнительная власть не участвует в формировании контрольной палаты. Также в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение в окончательном чтении закон об уполномоченном по правам человека. Также, если в других странах уполномоченный назначается парламентом по представлению главы государства, в нашем проекте, который вы предусмотрели, что также исполнительная власть не участвует в представлении кандидатуры уполномоченного, а парламент, парламентские комитеты, парламентские группы сами предлагают кандидатуры. Потому что уполномоченный должен в своей работе следить за соблюдением прав и свобод человека со стороны исполнительной власти, и он не должен зависеть от нее. В общем, нет пределов для совершенства, да, и в том числе это касается и основного закона. И нашей передачи. Да, к сожалению, время поджимает, режиссер уже кипит от возмущения, что мы чуть-чуть все-таки перешли. Мы только начали. Лимитированное время. Так что мы рады, что вы сегодня были в гостях и поговорили о Конституции, о ее реформировании. Надеюсь, эта дискуссия так или иначе продолжится на других площадках. Еще одну такую нотку раздражения внесу, все-таки дам возможность Дауру закончить. Даур хотел что-то сказать же. Да, я хочу сказать... Наверное, это связано все-таки с Днем Конституции, с праздником. Хочу на абхазском языке пару слов сказать. В принципе, весь смысл того, что мы сегодня сказали и говорили, сводится к тому, что ЕГЭ закон бзия юрги на свои хан твиган при зиоги хаму при хто вако при злшашако закон исмшаят сруб лыша абсва рхота ваюреалам сихикам гизал зумхан урта ницмла загирею закон хрыланя угарки башахой чею закал зум وبريقنت حراء تقلزا شحقبشنا يخا وسقوانا قراقة زروت سايب جر حيايت شرط ركازي حشت خين خدحن وسيقة زمي خدوني يم يسوخ تسكو زجير بود يراحوت وبريقنت حراء حبسات قل أخشر غني سمشا حقو تخسخ ويا أزروب ويخشر يعني قزمها بجرشتق نحاج وتصنع دعوة زردكلو زردقاتحن أوراي نتسق حرا حليش الله خبي بقاش الله ناس خجيك ساير دوني سحوز غلابخا حالا مصلحة ويرولا يحشر حين تكرر
Алтышевзех. Вот на этой позитивной ноте Мы будем будьте завершать нашу законопослушными, передачу. будьте совестливыми, и будет у нас хорошая конституция, не только хорошая конституция, но и нормальное государство. Все-таки Нашим мы телезрителям да, мы все-таки напомним, что у нас сегодня в гостях были вице-спикер Народного собрания Даур Ашба, заместитель главы президентской администрации Дмитрий Шамба. Мы немножко поговорили о том, что собой представляет наш День Конституции, и о тех реформах, которые проводит сегодня наше правительство. Огромное вам спасибо. Нашим телезрителям желаем приятного проведения всех этих 4 дней, таких, да, с четверга по понедельник. Приятного времяпрепровождения. Будьте здоровы. Для вас работали Инал Хашик, Ибрагим Чкадуа. Здесь машет нам руками заканчивать. Валерий Кураскова. Всего доброго. Будьте здоровы. Да, в общем, Взяли. желательно.